Всем привет, друзья! В эфире полезная и развлекательная программа «Пропеллер». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Глушко, министр профессионального образования Республики Саха-Якутия. Подготовки и расстановки кадров. Вот, я специально пропустил этот момент, чтобы мы смогли с вами поговорить немножко об этом, но это позже, потому что сегодня у нас, как всегда, программа немножко оторванная от политики. «Пропеллер» — это телевизионный подкаст в жанре хард-рока, как мы любим это называть, поэтому мы не можем не упомянуть музыку. Какую музыку вы слушаете? С детства у меня любимая музыка — это как раз хард-рок. Scorpions, AC/DC, Metallica. Мама мне шила рубашку такую по телевизору, срисовав одного рок-музыканта. Она у меня была вся в цепях, и я был самый крутой одно лето в своем дворе металлист и рокер. А в целом мне, знаете, очень нравится Вивальди. Сказали сейчас про рок. Какая у вас была прическа тогда? И носили ли вы очки? Очки я в детстве не носил, я очень страшно стеснялся. Нормальные очки начал носить 20 лет, наверное, когда пошел работать. То есть длинные волосы не носили? Нет. Ну вот здесь, конечно, упущение, Дмитрий. Я думаю, что все впереди, Могу сказать, и что когда да, и не поздно выйдем на попробовать. пенсию. Поговорим о нашем сюжете «Хочу домой». Это фестиваль, посвященный бездомным животным. Как вы относитесь к таким инициативам у нас? Я думаю, что замечательная инициатива. Сама идея, она очень интересна, очень полезна для нашего города. Это здорово, что такое есть. Очень часто вот смотришь в социальных сетях, постоянно тоже вот таких бедненьких котят, щенят отдают добрые руки. А раньше вот такая проблема была у нас? Было меньшее количество брошенных животных, но тем не менее такая проблема была. Хотя, конечно, люди тогда были более ответственны. Сейчас общество взрослеет наше, и мне кажется, что все более и более повышается ответственность людей, поэтому возникают такие фестивали. Там 10 лет назад таких не было. Приносили котят, щенят домой без ведома родителей? Знаете, у меня всегда у родителей были дома собаки. Были собаки хорошие, серьезные, поэтому был период и 2 собаки, был у меня период и 3 собаки, когда уже я жил самостоятельно. Сейчас вот буквально недавно, месяц назад, я тоже взял маленькую собачку. Замечательный компаньон, друг. Я рискну предположить, что вы по натуре собачник. Да. Мы находимся на первой большой выставке раздачи бездомных кошек и собак. Здесь десятки самых разных четырехлапых пушистиков ждут своих ответственных и заботливых хозяев. Два питомника приехали, да? Это питомник нашего фонда помощи животным и городской центр передержки животных. Вот привезли и за полчаса разобрали практически всех. За полчаса. И вот уже все остальное время здесь стоят участники, у которых имеются котята, щенята, и раздают их. С каждой кошкой связана какая-то история. Другое дело, что все подобраны, всех спасаем. То, чему они друг друга учат, когда собираются, дружат с собакой, как играют. Выкидывать я не смогу, ни усыпить, ни выкинуть я не смогу, просто совесть не позволяет. Пару лет назад подобрала кота без задних лап. И сейчас вот он у меня живет, и если у нас какие-то котята появляются, он за ними ухаживает. Когда я плачу, кошечка моя, она облизывает слезы мне. Я дочку с роддома привезла, они вот так вот все кошки стояли, смотрели в этот сверток, заглядывали. Некоторые считают это неправильно, но я их очеловечиваю. Да, это член семьи, и я отношусь к ним практически так же. Помимо интересного док-шоу и благотворительного аукциона, здесь идет прием корма питомцам городского фонда помощи животным. Какая черта должна быть самой главной у хозяев животных? Ответственность, забота, доброта. Больше к животному ничего не надо, оно будет тем же отвечать. Доброта, щедрость, любовь. Собака готова пожертвовать собой ради своего хозяина. Не каждый человек на такое способен пожертвовать собой ради другого. Собака, если она верит в человека, то она доверяет ему полностью. В последнее время
все озаботились фитнесом. У вас такая проблема не стоит, потому что вы в прекрасной форме физической. Вот как? Вообще проблема лишнего веса не стоит. Какие советы вы могли бы дать? Первое, меньше есть. Второе, больше двигаться. Да, больше двигаться. Вот с первым мне получается, со вторым нет. Как спорт повлиял на вашу жизнь? Кардинально, я бы сказал, он повлиял. Во-первых, я видел своего отца, который всю жизнь занимался спортом и до 40 лет играл в футбол. Для меня это был хорошим примером. И я тоже в детстве очень много времени посвящал спорту, и в первую очередь футболу. Во-вторых, это моя профессия первая, с которой я пришел работать в школу. И эта профессия научила меня общаться с людьми, добиваться результата. И самое главное, что, мне кажется, меня спорт научил, это работать в команде. В свое время для меня это было серьезное открытие, что через спорт можно определенных интеллектуальных успехов добиться, раскрыть какие-то способности аналитические своего ума. В спорте достижение результата происходит через, в первую очередь, усилия физические и усилия характера. Поэтому он учит добиваться невозможных целей. Но, соответственно, это заставляет искать нестандартные решения. Это связано как раз и с интеллектуальным развитием. А вот на сегодняшний день вы тоже занимаетесь каким-то видом спорта, потому что такой подтянутый, стройный, Знаете, в хорошей форме? Наверное, образ моей жизни, он создал меня таким, какой я сегодня есть. А для меня сейчас основной вид занятий спортом – это горные лыжи. Это экстремальный вид, он очень нравится, дает такой драйв. Я вырос вот здесь, на Сайсарах, и когда я хотел в детстве покататься, мы катались вот по наледи, которая образовывалась от пробитой трубы, допустим, на железяке. Да. Это тоже в моем детстве было. А теперь ведь можно очень легко даже вызвать такси, приехать, сесть на автобус и приехать на трассу, прокатиться на сноуборде или на горных лыжах. Это, конечно, огромный плюс нашего города, что я всегда подчеркиваю, москвичи нам завидуют. Министр профессионального образования и подготовки и расстановки кадров. Это очень такая интересная формулировка. Подготовка, расстановка. В чем вот заключается это уже больше так простыми словами? Ну, если коротко сказать, то подготовка заключается в подготовке специалистов для предприятий нашей республики, которые имеют представление, кто им нужен. А то, что касается расстановки, как раз это касается трудоустройства. Как вы для себя выбрали свой путь? До 10 класса я мечтал, что поступить в лесотехнический институт и стать егерем. Это была моя безумная вообще мечта. Это очень круто. Но в 11 классе я понял, что мне интересно. Моя мама всю жизнь проработала учителем, и что это очень интересно. И мне мой преподаватель физкультуры, Мария Васильевна Остроухова такая была, она мне очень к этому подвела, и я с удовольствием отучился и стал работать.
Как выбирать? Мне кажется, сегодня как раз на самом деле много возможностей. Мне кажется, что молодые люди сегодня торопятся взрослеть. Они стремятся быстрее получить образование, начать заработать 1 миллион рублей, квартиру, машину и все остальное. Это возраст, когда нужно пробовать, не бояться ошибаться, бросать учебу, если она тебе не нравится, если ты понимаешь, что это не твое, и снова поступать. Кстати, очень редкий совет дали сейчас. Пробовать и бросать, если не нравится. Почему потому что нет? сейчас у нас родители в основном влияют на своих детей, совершенно правильно? верно. И они 99%. очень сильно указывают им, давят на своих детей. То есть ты должен получить образование, ты должен устроиться на работу, не бросай университет ни в коем случае. Знаете, То есть, я проходил стажировку в Норвегии, в правительстве Норвегии, в рамках обучения в Академии госслужбы, и там отметил для себя удивительную вещь. Возраст вступления, первого вступления в трудовые отношения молодого человека в Норвегии 27 лет. Серьезно подходят именно как уже... К построению карьеры. Да, построению карьеры позже, потому что до этого времени не пробуют и учатся. Такие родители, мне кажется, настраивают детей, вот ты поступай, неважно куда, вот я тебе рекомендую, хочу, и потом работай. Но ведь это становится мучением. Именно поэтому столько людей у нас работает не по той профессии, по которой они получали. не на своих местах. А менять профиль обучения ничто сегодня не мешает. Сегодня все создано, и, пожалуйста, учиться можно всю жизнь. И я дальше собираюсь учиться. Как, я не знаю, сохранить вот эту тягу к знаниям? Потому что действительно, чем старше мы становимся, ведь всегда появляется и работа, семья, и сложнее уже целенаправленно идти куда-то учиться. Вот что нужно делать, чтобы сохранить вот эту тягу какую-то к тому, чтобы развиваться дальше? Знаете, мне кажется, все больше понимаю то, что нам вот в детстве, когда я был пионером, нам все время говорили: учись учиться. Да. Мне кажется, нужно как раз в школе наших детей в первую очередь на самом деле учить учиться и понимать, что знания, их можно на самом деле любить, потому что знания тебя очень сильно меняют. Мир слишком быстро развивается. Если ты не будешь несколько лет пытаться получить какую-то новую информацию, ты уйдешь в прошлый век через 3-5 лет. Отстанешь моментально. Сегодня мы получили заряд бодрости от вас, и по человеку сразу видно, когда либо он говорит так размеренно, монотонно, как я. Да, либо быстро, четко, ясно, как вы, сразу понятно, какой образ жизни вы поддерживаете. Очень приятно было познакомиться, даже, как это сказать, там, молодей молодых. Я еще не старый. Огромное спасибо, Дмитрий, что вы сегодня нам уделили свое время. Были рады видеть вас в нашей передаче. С вами была программа «Пропеллер». Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, оставляйте свои лайки, отзывы, мы будем ждать. Всем пока. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.